Каул Кушпакович, у меня вот к вам 3 вопроса, да, наверное, или комментарий это будет. Транспортный налог боюнча, да, могу наклейкаларчы, которые машинеге чапталат ко, салық төлөнді деп. Ошол наклейканы деген информационный расчет берилгенде берилеби, требует этчеби, в смысле выдается, или когда салық төлөнгөндө выдается, чуть-чуть ошол жактан эме кичине мындай непонимание болуп калыптыр да. Биз мыйзам боюнча жоюп койбодук белек информационный расчет. Информационный расчет 1-апрелге мурда берүүчү быйылкы жылдан баштап бул жоюлган. Аны билесиз, наклейкалар. Да, вот эти наклейка по факту оплаты транспортного налога. При предъявлении квитанции, да. У меня такой вопрос. Сколько машин в Кыргызстане? 1 300 000. Вы, когда вот Айсул Турспековна спрашивала, налог на транспорт төлөйт дегенде, ошондо администрирование, сколько вы охватили, деп айттыңыз? Канча процент? Наверное, порядка 90% есть, 100% не могу сказать. Если вы порядка 90% охватили, почему тогда вы наклеек заказываете на 1 242 414 штук? Это вы изначально знаете, что у вас меньше половины платят или как? Если у вас 1 300 000 автомобилей, почему вы всего 400 000 штук заказываете? 1 300 000 это общая регистрация транспорта в ГПУНА. Я, как выше сказал, из них значительное количество составляет это бюджетная организация, которая не является плательщиком, правильно? Плюс выбракованы аварийным состоянием, которые... Итого, обязательно төлөгөндөр где-то 500 000, да? 780. Просто... Количество суммарно 803. 830. Гульшат Кадыровна сейчас... Я вас поняла. Количество марок нам хватает. У нас наличие имеется. Я к чему этот вопрос веду? Одинако цифровизация давайте отпасть. А зачем нам наклейки, еще на них 1 200 000 тратить, если должна быть база данных у гаишников, должна быть база данных ГРС, зачем еще 1 242 000 мы тратим на наклейки? Если вы говорите 90% охватывается, и тем более ГУБД, одинако 1600 гаишники планшет алып беришкен. Зачем цифровизация, если побочным ондай расход турду биз эмнеге кетирип атабыз? 1 300 000 деп мен расход айткан жокмун, Эльвира. Жок, сиз айткан жоксуз. Бул расмий түрдө 1 242 000 на 414 000 наклеек вот этих берилди деп расмий түрдө уже СМИда кеткен от ваших сотрудников. 90% я имею в виду по сроку у нас 1 сентября. А до конца года мы оставшиеся 10% будем работать. Прошлый год, сентябрь-декабрь месяц, я точно знаю цифру, 70 миллионов поступило транспортных средств. Хорошо. К сожалению, владельцы транспортов до сентября не платят, вы знаете. Хорошо, Каул Кушпакович, к работе, хорошо, администрирование албайлы, зачем наклейки, если идет цифровизация? Зачем 1600 сотрудникам ГАИ мы купили планшеты? Почему единая база деген бизде болбой Кыргызстанда? Вот президенттин өкүлү отурат, премьердики жок экен. Зачем вот такие? Зачем мы дополнительно тратим 1 242 000 только на наклейки? На что еще мы тратим? Это уже, это не его головная боль по большому счету, да? Зачем такие расходы, если у нас идет цифровизация? Потому что она не идет. А зачем мы тогда говорим, мы охватываем интернет, мы охватываем там, здесь? Каул Кушпакович, наклейканың себестоимости канча? Бесплатно берилет. 414 000, нет, Жок, 414 000 штук заказали за 1 242 000 сомов. Мен айтып атпаймынбы, 1 242 000 вот эти наклейки на 414 000 порядка сом штук. Зачем мы тратим вот сюда деньги? Прошлый год, этот год, Эльвира Жановна, надо было. Сейчас необходимость есть до полной фискализации. Сизге күнөө коюлган жок. Мен өкмөт менен президенттин өкүлүнө айтып атам для информации. Мы экономим, в смысле, мы тратим не там, где надо. Мне кажется, вот это нерациональные расходы. И цифровизация. Бул бир. Экинчи, Каул Кушбакович. 90% болуп калыптыр, кереги жок болот наклейканы. Кечиресиз. Коллегалар, можно, да? Каул Кушпакович, потом еще такую вещь, да, вот цифровизация, Гульшат Кадыровна очень правильно критикует, конечно, я извиняюсь, сегодня у нас женщины в ударе, в очень агрессивной форме, видимо, мы за лето столько претензий у нас накопилось, я про себя говорю, жалоб очень много. Вот айтсаңыз, жер салыгын төлөп барса, сотрудники налоговой инспекции, 4 район, да, региондорду билбейм, шаарларда, квитанцияны требует этет, да. Цифровизация мне керек, если у вас за прошлый, позапрошлый год, если у вас нет базы данных. Зачем вы требуете квитанции?
По любым вот этим вещам у вас должна быть база данных. И мне я должна назад бежать домой. Там вот я бабушку пенсионерку представила, да, бежит домой, ищет квитанцию, вот она кемпир чалыс чоготуп алышты, барып алып келиңиз дейт. Алып келбесеңиз анда задний числом төлөтөбүз дегенге чейин жетип атат. Ошондой жалобалар бар. Жер салыктын эмнеге квитанцияларын, почему народ должен доказывать, что он заплатил, почему это в базе данных не хранится у налоговой инспекции. Цифровизация, год цифровизации. Вот второй вам вопрос. А третий уже чисто патент боюнча, мына жакында эле патент боюнча дагы бир эме буга чейинки комитетте көтөрүлдү. Мен да оюмду айттым. Азыр да сизге айтат элем да. Мен мына водительдер менен тяжелый грузов жолуктум да айтып атышат. Бизде деген патент 5000 сом дейт. Ошондо деген Сосновкада мисалы токтотсо, биз колуна 200 сом карматабыз, 300 сом карматабыз, кетебиз дейт. Патент аласыңар десем, жок. Кандай учурда мындай эми вы же тоже, говорю, вы не враги своего государства. Хотя бы, говорю, давайте, говорю, сделаем не одна сумма для всех, а вариацию. 1000 тоннадан 5000 тоннага чейин, там одна сумма машиненики 5000 тоннадан 10000 тоннага чейин. Санжар Турдуходжоевич, как министр экономики, я к вам это обращаюсь. Ошону караштырбайлы. 5000 сом патент ким төлөйт десем, 100 машиненин ичинен 3 машине төлөйт дейт. 100 машиненин ичинен 3. Смысл тогда, если мы не охватываем всех? 100 машиненин ичинен шопурлар өздөрү чогулуп айтып атышат. Элбер Жыралбековна 3 машине төлөйбүз дейт. Калган кантесиңер десек, калган 200 сом, 500 сом колуна карматабыз дейт. Ошону кичирет бериле деп эл да айтып атат да. Эгер мисалы 1000 тоннадан 5000 тоннага чейин эми 1000 сом кыласыңарбы, 500 сом кыласыңарбы, ошону азайтып берсеңер, төлөйбүз дейт. Биз деле качпайбыз, биз деле биздин мамлекетибизге душман эмеспиз деп эл айтып атат. Может быть, мондай жерди мы будем пересматривать, если мы из 100 машин 3 машины берут патент. Уважаемые представители президента, правительства, вот я к вам обращаюсь. А мы их потом заставляем, чтобы они 3 шкуры драли, они нам азыр Кабыл Кушбакович айтып атат, я в экстренном порядке должен дорабатывать то, что до меня не доработали, выполнить план. А здесь вот такие вопиющие случаи. Вот 3, которых вопросы я вам говорю, это күнүмдүк турмушта жолуккан нерселерди жойбосок, кредит доверия ошондон болот да. А естественно, люди говорят, мы, говорит, пойдем, говорит, лучше, кичине акча разведем, чечип коебуз дейт. Төкпөйбүз, 100 машиненин ичинен 3 машине 5000 сом төлөйт экен. Посчитайте. Поэтому, я думаю, стоит пересмотреть, и в зависимости от размера машины, азайтып койсок, высокогабаритный контролдон дагы, и ГСБ пока керек жок, анан СМБ да барып текшерет экен, алардын баары аягында деген, ошакта иштеген налоговыйлар деле ошолор менен бөлүшүп, коррупция болуп калат экен да. Мне кажется, просто надо здесь уменьшить, и мы решим этот вопрос. Рахмат, ушул Кабыл Кушбакович, мен сизди түшүнөм, сиз жаңы эле келдиңиз, туура түшүнүңүз, бул сизге претензия эмес, просто 1 242 000 на 400 000 наклеек – это много. При том, что у нас есть цифровизация, при том, что на планшеты для гаишников, на 1600 гаишников государство потратило несколько миллионов сомов. Смысл? Так же, как и жер салыгын, вот все вы платите земельный налог, вы идете, если за прошлый год у вас нет квитанции, вас отправят назад, скажут, идите, принесите мне квитанцию за прошлый год. У них нет единой базы в компьютере, мен төлөгөм деп. Суранычы, ошондой нерселерди. Ну, это и вы платите, и мы платим, и люди платят. Это то, что в кассе, это любой из вас может пойти перепроверить любую налоговую. А мы потом, у них-то, я понимаю, сотрудников налоговой, может быть, там база, они не виноваты, что у них нет базы. С них требует начальство, с начальства требуете вы, с вас требуем мы. А на местах вот такая у нас цифровизация. Сөзүн ачык ошол, да? Рахмат.